34,5 километра нового асфальтобетонного покрытия. Время на преодоление участка между поселками Малая Пера и Ираэль Сосногорского района сократилось в разы, говорят водители легковушек и большегрузов. Трасса преображается буквально на глазах и начинает соответствовать требованиям ГОСТа для дорог третьей категории. Полоса отвода полностью очищена от деревьев и кустарника, проведено укрепление кюветов и водопропускных труб, закончены работы по укладке геосетки и основания из щебня и нижнего слоя покрытия из асфальтобетона. В завершающей стадии работы по укладке верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Контроль за соблюдением технологий на каждом этапе ведут специалисты Дорстройнадзора. В данный момент, вы видите, здесь устраивается поверхностный водоотвод, лотки. Это конструктивный элемент, одна из частей поверхностного водоотвода. Все идет в рабочем порядке, все вопросы решаются. Подрядчик реагирует на все адекватно, быстро, своевременно. Сейчас на объекте задействовано порядка 250 человек и 60 единиц тяжелой дорожной техники. Кроме того, в круглосуточном режиме работает асфальтобетонный завод. Оборудование было доставлено еще в апреле и за 10 дней смонтировано на площадке возле восстановленного железнодорожного тупика на станции Ираэль. Преимущество завода, он прост в монтаже, в демонтаже, мобилен, быстро переезжает. Завод сам по себе прост, отработал на федеральных трассах. Последний объект – это автодорога М7, московская трасса. Скромная по масштабам установка выдает в смену порядка 700 тонн высококачественных готовых смесей. Работы ведутся в двухсменном режиме. Входной, периодичный и операционный контроль обеспечивает лаборатория, которая работает в тандеме с Дорстройнадзором. Для примера возьмем асфальтобетонная смесь. К нам приходит щебень, включающий эту асфальтобетонную смесь. Мы производим входной контроль на соответствие требованиям госстандартов и требованиям проекта. Этот материал испытываем. На основании результатов мы готовим проект рецепта асфальтобетонной смеси. Современные материалы позволяют значительно улучшить эксплуатационные характеристики дороги по прочности и грузоподъемности, а значит увеличить срок ее службы. Контрактом вообще предусмотрено концессионным соглашением по окончанию строительства, содержания этого участка дороги, я говорю сейчас о реконструкции, до 2026 года. То есть полностью генподрядчик, и мы в том числе несем ответственность за надлежащее состояние данного участка дороги. Если содержим, значит и гарантируем. До конца сентября здесь должны быть закончены все работы. Забетонированы водостоки, посеяна трава, нанесена дорожная разметка. Кроме того, у 2 населенных пунктах нужно установить 4 остановочных комплекса и забетонировать дорожки. Затем все силы будут переведены на участок Ираэль-Каджиром, где ведутся работы по строительству новой автомобильной дороги протяженностью в 46 километров. Она обеспечит круглогодичное автомобильное сообщение между столицей Коми и северными муниципалитетами Печорой, Усинском, Интой, а далее Ямало-Ненецким автономным округом. Елена Шумилова, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сосногорский район.